Так, короче, ребята, я на избе. Время 12 часов дня. Полдня, короче, рыбачили. Сейчас я буду отдыхать. Просто полежу. Время вагон еще до вечера. Сегодня обратно поедем домой. Такой поход у нас очередной. Пытались рыбачить. Порыбачили. Что поймали, то поймали. А поймали только за 2 дня 3 рыбы. Фу, вспотел. Просто мне сейчас надо... Сейчас накормлю собак в первую очередь. Им, наверное, суп добавлю. И такой... Здесь и каша, и суп, и все будет вместе. И лук там, остатки лука, хлеб. Все такой распроеб получился. Размешаем такой. Сейчас тут должно аппетит тоже у них появиться. Бродили целый день. Вот так. Ну так пока хватит, потом, если нормально скушают, добавлю. Так, Айда, ты где? На. Сейчас. Лантику еще. Давай, вставай, ешь. Тула! Так, на тебя. Чай. Молодец, не брезгует. Я Айда начала даже кушать. Чай. Чай. Сейчас я тоже отдохну. Чай попью, кушаю и дальше своими делами заниматься. Грею суп, ребят. Остатки супа, что осталось. Самому тоже хочется покушать. Нагрею суп и также скипячу свежий чай попью. Пол чайника хватит, в принципе. Достаточно. Там много воды уже не будет. А если что, по-новому можно по-быстрому скипятить. Ого. Все кипит. Все кипит. Ой-ой. Все закипело. Быстро. Так. Все. Нормаляк. На солнце 14 градусов тепла сейчас. Это на солнце, а в тени там даже, думаю, минусовая, потому что не тает. И все время на реке там холодно, прохладно было.
вчера я рассказывал про эти консервы, суп сварил. И я не знаю, из чего это сделано, но похоже на... Не похоже на на говядину. Какой-то вот темноватый цвет у мяса. У говядины как будто чуть-чуть посветлее. Не знаю. Но мяса много в консерве. И у оленина вот темное мясо тоже. Лошадина тоже темное. Медведь мясо толком не могу сказать. Потому что я в детстве только один раз медвежатину суп, наверное, ел. Пацаном еще был, вообще школьником. И с бабушкой мы ходили в гости к одному охотнику. Короче, они там, у них на обед был суп из медвежьего мяса. И этот охотник уже, в данный момент он уже умер тоже, нету его в живых. Но он много охотился на зверей, вот на медведя он тоже не боялся, охотился, медведя ловил, стрелял. Ну, и как-то он мне тоже говорил, уже после армии как-то встретились, с ним поговорили. К нам приходил он, и он рассказывал, тоже тема пошла насчет медведя, и он говорит, ты, говорит, Олег, если на медведя пойдешь с гладкоствольным, на медведя лучше бери картечь, крупный картечь. Он мне такой совет дал. Потому что с пули, говорит, тяжело. Если в голову, то у него голова, не-то череп маленький, не-то... Что-то он говорил, что картечью лучше, и попадание будет, и более эффект мощнее, чем с пулей. Такой совет мне дал. Я спорить не буду. Может, кто из охотников, из медвежатников тоже охотился и всегда с пулей охотится. Этот охотник мне вот так рассказывал. Но у меня 20-й калибр, 2 ружья гладкоствольных, и обе 20-х калибра. Вот 8,2 мм картечь я заряжаю, и я не знаю, сколько штук там, 5 штук, наверное, максимум 5 штук там в один патрон влезает. Все, больше не влезает. И на крупного зверя, конечно, желательно хотя бы 12-й калибр. Да. Как один охотник тоже говорит. Знакомый мы встречались, тоже рассказывал свои охоты на лося. Тоже оружие начали рассказывать, беседовать. Там, какое у кого оружие. На лося, говорит, я хожу, он мне говорит, с 12-м калибром. Говорит, выстрелишь из 12-го калибра. Такое прострелишь, говорит, пуля пролетает, там шматок мяса отлетает, и кровь, говорит, хлещет. Топливо сразу заканчивается у лося. Далеко не уйдет. Вот такие истории рассказывали. Действительно, 12-й калибр от пули, конечно, рана получается мощная. Это все стараемся, я вот купил карабин. Хотя я зверя еще из карабина не стрелял. Но охотники, лошадники, с кем я общался тоже, они рассказывают, прошивают, говорит, как его,
пуля. И, ну, если кость не заденет, легкие ранения от карабина, говорит, получается, и зверь уходит. И медведь, и даже в Одноклассниках, не знаю, смотрит, нет, там охотница, там даже не охотник, а охотница, женщина. Любовь, я не помню уже как фамилия. Всегда с двухстволком она ходит, и я ей написал, как бы перед покупкой своего карабина, я, ну, совет искал, там отзывы, там советы, тоже общался со всеми, и ей написал, ну, говорю, я смотрю, ты охотишься на медведя, даже шкуры там, и туша медведя, там есть фото у нее. И посоветую, какой карабин мне купить для охоты, скажем, на медведя. И она мне ответила, ну, карабин, говорит, прошивает, там трудно остановить зверя. А гладкоствольным, если попадешь с пулей, она мощнее рану делает. Действительно, вот там и в Ютубе тоже смотрел, как охотник рассказывал, говорит, медведь, говорит, на меня бежит, я, говорит, обойму, всю обойму, говорит, спустил в него, попадаю, говорит, медведь, а все равно на меня. И уже несколько метров осталось, я, говорю, патрон ищу, патрон, я не знаю, в каком кармане, как-то так еще он рассказывал. Еле-еле в последних метрах он добыл этого медведя. Ну, своих историй насчет охоты на медведя, на крупного зверя у меня нету. И вот я, что бывает, где-то подсмотрю или друзья расскажут, я тоже передаю своим зрителям. Медведь, конечно, штука серьезная. Вот. Ладно, сейчас я буду кушать и отдыхать, как и ранее говорил. Сейчас вот немножко поболтал. Но у меня там, наверное, на полчаса осталась карта памяти. Я уже MP4 поменял на другой формат, потому что на MP4 уже оставалось 25 минут на запись, а поменял в этот формат и час еще. Ну, сейчас опять уже 10 минут, наверное, проболтал. В общем, позже включусь.
Так, в двух словах, ребята. Этот мангал уже у меня видели. Это летний, осенний вариант костра у меня. На нем всегда я варю, парю. И у меня наполовину было срезано такое окошечко. И неудобно подкидывать, добавлять дрова. Поэтому я привез вот этот, станцию, болгарку. И срезал, ну, я удалять не буду. Пускай так и будет, останется. И подкидывать дрова, больше места будет. Еще все инструменты. Вот в данный момент этот топор. Еще топор у меня есть охотничий. Это я немножко поточу, заточу. Или как там правильно. И работу, что мне надо болгарка, я все эту работу сейчас сделаю, потому что я все это обратно увезу. Вот такие дела. Вот я сейчас думаю, еще один топор точно есть заточить. Иди. Так, и где же он, лопата-то? Лопата, в принципе. Ну, лопата так себе. Немножко тоже вот чуть-чуть подточу еще лопату. Ну, уже гнутый весь. И все. Еще. Не знаю, может займусь еще дровами. Дровишки еще, может, подвезу. И на вечернюю рыбалку, если в планах будет еще вечерняя рыбалка. Ну, можно вон там снегу брать. Работа есть. Все в тайге всегда. Работы хватает. Угу. Гусеница изнашивается потихоньку. Вон. Нитки торчат. Некоторые там обжигают там смолой, потом мажут. Этим надо заниматься. Сейчас многие начали открывать вот эту сторону борта, вот эти режут, ну, обрезают, окошечко такие открывают, чтобы снег меня набивало туда. Я тоже хотел сейчас этим заняться, но что-то пока по-новому передумал, не знаю. Доделывать что-то тюнинг надо, не надо, потом посмотрим. Айда отдыхает. Ей пофиг, чем мы заняты. Да, Талантик? Ей пофиг. Сейчас еще перед тем, как уехать, я вас еще накормлю. И будешь бежать. Если раз не хочешь садиться на санки. Да, кобылек. Айда не знаю. Айда вот смотрит в оба глаза. Главное, чтобы тулан не зашел. Охраняет свою территорию. Смотри. Тулан, вine şurada, koy. Koy şurada. Ha. Ну, чтобы бани не было обидно, убрал снег. Ну, сантиметров 15 оставил, потому что там у меня рубероид. И чтобы лопатой не проснуть рубероид. Потому что не из дешевых материал рубероид. Чуть дешевле андулина. Так, подожди. Один андулин мне дороже андулина. Да-да-да. Намного дороже. Или андулин 500 рублей, рубероид 600. Но примерно одинаковые. Все равно ты рубероидом больше покроешь, чем
одним мандрилином. И вот наша задача еще. Здесь у меня два слоя вон. И повторно еще 2 слоя постелю. И десяток лет прослужит еще. Там посмотрим. Сейчас, конечно, робероиды, качество тоже не такое хорошее. Птицы, синички поют. Тарарай, тарарай, тарарай. Ну вот, самое основное, в принципе, все сделали. Остается только малость. Вон там тоже свалилась сухая елка. Но он висит. Неудобно. Не знаю, дальше потаскать или нет уже. В принципе, не знаю. Не знаю, что дальше делать. Буду думать. Ребят, я уже на вечерней зорке. И, короче, ну, примерно раз, два, три, 4, примерно 5 лунок, наверное, уже там просверлил. Ни одной поклевки. Это 6-я лунка. Это 6-я лунка. И дальше уже начинаются вчерашние лунки мои. Дальше пойдут. Сейчас еще проверю, где-то с десяток. Вон там где-то у меня тоже первый хариус, второй хариус первого отпустил там нижнее. Потом второй хариус, где я поймал, вот там еще очень хочется попробовать. Может быть, еще кто-то остался. Может, еще поклевки будут. Ну, короче, я на льду. Где-то часик еще посижу. И уже буду возвращаться домой. Ну, как в избушку. Соберу вещи и газку домой. Сегодня поедем обратно. Да. Айда, лишь бы возле меня посидеть. А Тулан вот все время ходит. После встречи с выдрой он вообще все ямы, все проверяет там, везде. Вот сейчас вот, смотри, вот так. Кругом все ищет. Как будто везде там эти выдры. Они хитрые, очень редко их встретишь тоже. Они есть, но хитрые. Вот. Пускай бродит, ходит, а мы будем рыбачить. Была поклевка, ребят, решил включить камеру. Долгожданчик. Сколько уже тоже брожу. Сейчас, может, еще клюнет. Да. Кто-то есть. Вот, крепыш, ребята. Наконец-то поймал. И вчера с этой лунки тоже вот одного я дернул. Вот так. Еще, оказывается, один был здесь. Не зря пришли. За целый день вот такой. Опа. Вот такой хариус, ребят, попался мне. Следующая рыба, вон, смотрите, какая, ребята. Как елец с размером. Первый вон там я поймал, потом вот сюда лунку взяла, там лунка. И вот очередная рыба, малек. Ой, уйди. Я тебя, Айда, это не дам. Это не елец. Ему надо подрасти. Пусть подрастет. Там посмотрим. Опа. Ну вот, все вещи собрали мы. Удочки, ничего не забыли. Короче, возвращаемся обратно домой. Хватит. Сейчас еще в избушке
убрать все. И больше уже здесь тоже рыбачить сегодня нигде не буду. Посидел где-то с часик, наверное, точно. На одном и том же месте там еще подходы были, поклевки, но, как я понял, там мелочь играла. Потому что я в руках удочку держал и, игрался. И такие тычки были, но слабенькие, наверное, мелочь. Долго мучила меня. Подходил не раз и так и не поймал, короче. Все. Дальше уже рыбачить на эту речку зимой. Вот по этому снегу уже не приеду. Это был последняя рыбалка. Сезон закрылся. Сегодня вот как-то и не растаяло. Вот сейчас здесь как бы промоины. И воздух такой сегодня холодный. Хоть и солнце. А на речке холодно было рыбачить. Скажем, откуда солнце попадает, более-менее еще тепло. А на речке вот как-то в тени, где, если рыбачить, там в тени, там ветер. Вот это вчерашние лунки все. Где-то вот тут я спускался. Здесь рыбачил и вверх потом поднимался. Где-то по речке от силы 2800, наверное, где-то километров. 2800, примерно так. Ну, в некоторых местах тоже напрямик шел через берег. Вот так. Так, у меня 28 минут на карте памяти осталось. Здесь вот вчера тоже топтался много. Вот тут. Но этой лункой одного поймал, потом отпустил. В надежде еще поймать. Я туда еще спускался до тех берез. Явно сегодня какое-то вот я попал без клёвья. Потому что или может рыбы нету, но если есть, то мелочь все равно через одну лунку, но бывает попадаешь там тыкает. И вот сегодня сколько я с утра ходил, ни одной поклевки. Мои лыжи. Ага, лыжи мои. Вот там я напрямик потом к избушке пойду. Там поднимусь и газку напрямик. Дорога дальняя, ребята, и решил еще на скорую руку кашу нагреть. Кашу нагрею, покушаю плотно. И это рисовая каша. Вот так. На природе все время хочется что-то пожрать. Потому что все время что-то делаешь. Это когда ты лежишь дома, ничего не делаешь, аппетита нету. А вот мы сходили сейчас на рыбалку, и вот тебе аппетит. Прям тарелка так нагрею и покушаю. Время 6 час уже. 5 часов 10 минут. Ну, где-то в 6, наверное, выеду. В 6 часов. До 6 еще можно там туда-сюда. И по пути еще я путик буду чистить, буранницу свою. Там в некоторых местах зачеса вообще практически не видно, но я буду обновлять. Немножко обновлю, там еще в некоторых местах пилить надо бревна поперек путика, там, короче, лежат. И этим я по пути буду заниматься. Ну, что еще добавить? Как всегда, все убрал.
Ничего такого не оставил. Чайник, котелок. Все, есть ведро. Дрова. Дрова вон сколько осталось. Если... Ну, я только весной приеду на моторной лодке. В планах больше сейчас зимой здесь делать нечего, и плана вообще нету, чтобы приехать. Короче, заканчиваем. Охота уже давно закончилась, сейчас уже рыбалку будем закрывать. Ну все, спасибо этому дому, пойдем к другому дому. Было очень тепло, сейчас уже погода как бы весенняя. Хорошо, тепло. Тут тоже куча дров. Да. Сутки, двое суток пролетели. Закрывать не буду. Так, ну эту мышеловку я еще оставлю, наверное, пускай будет. Так. Все. Этот бардак, как и говорил, я уберу весной. Как приедем весной на лодке, вот этим я буду заниматься. Вторую будку построим. Здесь уберем. Крышу надо обновить, рубероид постелим. Короче, дофига работы. Вот такие дела. Ну, я, наверное, сейчас развернусь и поедем по пути. Еще мне надо, я пилу, я еще под тент не закинул, потому что я буду еще пилить, и топором еще придется мне зачесы там делать. Короче, где-то часик работы у меня впереди еще будет. Так что, Айда у меня в будке, наверное, сидит. Айда. Поехали? Поехали домой. Айдух. Пошли. Не хочешь? Муна мага, вартад? Айда. Лок мунам. Лок мунам. Лок. Давай, давай, садись. Давай, садись, поехали. Кабелина. Для Айды там место приготовил, не знаю, сядет, не сядет, без привязи. Поглядим, посмотрим, как там, что там. Солнце уже село, сейчас время 17:46. Ну, у нас фара есть, если что, если темно будет ехать, под фарой доедем. Остановился, ребята. Уже начало темнеть, пока полностью не стемнело. Да, я думаю, поснимаю и Тулана заодно подожду. А вон идет. Вот что значит не садиться на буран. И мне в комментариях писали, вот пошли времена, собаки на санях, на буранах возите. А вот в таких минутах приходится ждать. А если он на буране или на санках сидит, не надо ждать, ты дальше едешь. А Айда у меня хромает. Правая лапа у нее, я не знаю, что случилось. Или там снизу что-то, раны, наверное, мешают. Ну, хромает и хреново идет. Тула, лактачевали. И решил я, посадил ее, короче, на привязь.
Пускай там будет. А, Тулган. Тулган. Кобылек, крепкий мужик. Вот так. Вот предлагаю, давай садись, Тулан, подвезу. Нет. Лучше он будет бежать. Да? Давай садись. А, Туланчик? Не хочешь. Не хочешь, так не хочешь. Я уже на трассе. Уже чешем по трассе. Айда, сиди. Сиди. Давай. Куйлю. Вот. И что еще, в принципе, добавить? Это был, ребята, последний поход на вторую избу. По этому снегу на Буране. Думаю, уже следующее до весны на вторую избу не получится съездить, потому что как-никак свои дела, там туда-сюда. И лишнего времени тоже нету. Бегать по тайге. И, да, и охота закрыта, и рыбалка, как вы видели, за 2 дня 4 хариуса, это плачевный результат. Даже топливо не окупается. Я трачу на все эти походы, я не знаю сколько, блин. А результат, вот сколько раз уже поднимались. Так, 3 похода у меня, 2 похода на лыжах было. Так, подожди, это, наверное, 3-й поход был у меня. 1 раз почти до избы ходил, потом... А, да, в декабре 1 поход был. По этой трассе тоже поднимался на лыжах. Потом в феврале также поход был. И вот сейчас в начале апреля. Это 4-й раз. 4 раза получилось, мы ходили на избу. А следующий поход уже будет в конце мая или же в начале июня. Вот такие дела. В общем, все. Всем пока. Удачи. Если не трудно, поделитесь моими видео в соцсетях. А на этом все. До встречи. Ждите новые видео. А, между прочим, да, еще хочу добавить. Знаете что? Вот сейчас, когда я ехал, где-то от трассы, от этой трассы 1,5 километра вглубь тайги, там, короче, штук 5 косачей видел, не обманываю. Они еще, вот сейчас вечереет, но они еще на березе сидели. Я без очков был, да и на бураницу смотрел, а они на березе сидели, короче, как взлетели, тогда я и увидел. Штук 5 или 7 штук их было. Как-то так. Все, добавить больше ничего не буду. Сейчас темнеет, а мне надо ехать. И пока. Свежие следы, ребята. Свежие следы. Мы поднимались, этих следов еще не было. Да, вчерашние. Походу это вчера. И главное, Куйля. Главное, по насту уже идет. Вон, наст держит. Вот, смотрите. Тык. Нет олень, это лось. Да, это лось. Видно лось. И самое главное, уже наст держит тушу лося. Но в некоторых местах вот проваливается, вон тут. Тут провалился, там провалился. А основное уже держит. Вот тут провалился. Здесь тоже. А здесь уже начал он проваливаться. По тайге. Но местами держит. Значит, если что от медведя смогут убежать уже по насту. Блин, просто сейчас время подходит, что будут медведи выходить из берлоги. Да, лось, я думал, олень. А нет, шаги это огромные. Свежие следы. Это один лосик. Да, 1 или 2. Я что-то вообще путаться начал. Мерцает все. Может, вдвоем там с теленком он, или она-то есть. Может быть, даже вдвоем.
Ага. Ладно. Нам надо... Тула! Тулан! Остановился, блин. Если след возьмет, блин, и уйти может собака. Спрашивается, нафига я остановился. Короче, надо завести, может придет.